Абхазии нужна дорожная карта в туристической отрасли, инструкция, четкое понимание того, на что нужно делать упор в реализации программы развития туризма на ближайшие 10 лет, сказал министр экономики Отгор Арзынба. А разрабатывать алгоритм действий правительству помогают российские эксперты из ведущей компании по стратегическому консалтингу. Их услуги оплачивает московская абхазская диаспора. Вы знаете, у нас есть замечательный документ, это стратегия социально-экономического развития, которая была разработана Центром стратегических исследований, принята правительством, одобрена президентом. За стратегией идет следующий этап, это программа, уже детальное описание, пошаговая дорожная карта, которая позволит нам уже реализовать те амбициозные задачи и вопросы, которые есть в стратегии. По словам министра по курортам и туризму в Тандилагарске, пляжный и экскурсионный туризм – это приоритетные сегменты в туризме. Министр рассказал о текущей ситуации в отрасли. К примеру, в республике 20 тысяч койко-мест в 225 больших и малых гостиницах и отелях. В частном секторе – 40 тысяч. Исходя из этого, Абхазия может принять в сезон всего 600 тысяч туристов, ну и столько же на однодневные экскурсии. В сумме это составляет... Это данные прошлого года, 1,2–1,3 миллиона человек. Почему такой разрыв? Потому что мы пока что мониторим частный сектор. В частном секторе у нас задействовано порядка 65% от общего потока. Далее. Вот из 350 миллионов рублей, полученных в бюджет страны налогов от объектов туризма, почти 300 миллионов составляет гостиничный сектор. В Абхазии сложно посчитать точное число туристов и получаемые от них доходы. По официальной статистике, число туристов, побывавших в республике в 2015 году, выросло на 20%. Доходы от отрасли составили 2,5 миллиарда рублей, но реальная цифра другая – 9 миллиардов рублей. Согласно официальным данным, количество занятых в отрасли более 4 тысяч человек, но по расчетам экспертов это число составляет с учетом занятых в смежных отраслях порядка 20 тысяч человек. Мы с рабочей группой попытались сделать оценку реального оборота отрасли с учетом тех оборотов, которые в официальной статистике пока не видны. Да? Здесь мы вышли на оценку порядка 9 миллиардов рублей, основная часть из которых, скажем так, как раз сконцентрирована в частном секторе, который осуществляет услуги размещения. Также существенную часть составляют услуги питания, которые сейчас тоже в официальную статистику по именно туризму попадают не полностью. Соответственно, в целом получается, что туристическая отрасль, скажем так, в 4 раза ее реальный оборот больше, чем тот, который сейчас фиксирует официальная статистика. Средняя продолжительность отдыха в республике 8 дней, длительность сезона 5 месяцев в год. В среднем туристы тратят в Абхазии 1500 рублей в день. В пиковые летние месяцы Абхазия загружена на 100%, но увеличить емкость туристического рынка не представляется возможным из-за проблем в инфраструктуре. Необходимо расширять туристический сезон, пришли к заключению эксперты. Но чтобы увеличить среднюю продолжительность отдыха, нужно развивать не только популярный пляжный, но и санаторно-оздоровительный туризм. Елена Лолуа, Алексей Агуха, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение.